Авиакомпания Якутия и полярные авиалинии прекратили субсидированные перевозки внутри республики. Сделано это было еще полгода назад. Сейчас выясняются подробности. Компании недополучили финансирование. В общем, в бюджете нет денег. Теми деньгами, которые выделялись, они залатали дыры. За прошлый год на будущий год у них, в общем, на этот год, на 26-й, у них нет вообще ни копейки, да, для того, чтобы субсидировать перелеты. Между тем, перелеты из Улуса в Улус стоят огромных денег. Это у человека должно быть лишних 100 тысяч для того, чтобы, допустим, из Среднеколымска улететь в Якутск, например, да. Вообще субсидированные перелеты не выполняются с лета прошлого года. Все мы помним эту историю про девочку из села Юкагир, которую не могли похоронить почти месяц, да, там 3 недели. Просто потому, что авиакомпании, вообще тогда полярные авиалинии, не летали по республике, по улусам. Получается, что в нашей огромной республике, где самолет часто единственное средство передвижения, должны платить авиакомпаниям полную коммерческую стоимость. Давайте обратим внимание на цифры, да, потому что именно цифры лучше всего показывают чиновничье вранье, да, скажем так. Смотрите, в 2025 году на субсидированные перевозки республика выделила 84,8 миллионов рублей. Этих денег хватило всего на 110 рейсов. Всего лишь 110 рейсов. Вот, Минтранс Якутии запрашивал 556,5 миллионов на 921 рейс. То есть получается потребность перелетов 921 в год, да? Денег выделили только на 110, в 9 раз меньше. То есть люди будут в 9 раз реже летать. Получается, что власти заранее знали, что выделенных денег не хватит. Понятно, что они осознанно такой маленький бюджет заложили на перевозки. На 2026 год в бюджете предусмотрено 423,7 миллионов рублей. Но и тут есть нюанс. Деньги пойдут не на новые рейсы, не на доступность для людей, не на то, чтобы жители Арктики, например, могли нормально летать. Нет. Эти деньги пойдут на погашение долгов, как я уже выше говорила, да? А на сами межрайонные маршруты в арктической зоне денег вообще не предусмотрено. Это издевательство. Вот опять же цифры, да. До Среднеколымска из Якутска 56 тысяч рублей, до Зырянки 50 тысяч рублей, из Белой горы в Якутск 52 620 рублей. Перелет из Среднеколымска в Белую гору 94 320 рублей. И после этого они рассказывают про социально ориентированную политику. Это вообще свинство с их стороны. Так откровенно врать людям в глаза.